В 1943 году нас переселили, как выселили чечени, и нас туда, на плоскости, дагестанских, много людей. И так уже там место неважно было. Селение введено в этот район. Ашико 73, но он предпочитает, чтобы его называли по-советски Алексеем. Ашико ветеран НКВД, участник первой антитеррористической операции, той, что проводилась в горах Кавказа еще в 1953 году. О ней практически никто не слышал. Между тем, это был первый опыт борьбы с организованными группами боевиков, опиравшимися на помощь из-за границы. Удачный опыт. Ну, надо было добровольцы, банды искать. Я говорю, я тоже пойду. То есть предлагали всем? Помогали. Предлагали всем? Предлагали. Они же тоже должны выбрать с головой людей туда. И 3 года мы за ними ходили, за эти банды. А сколько было банд? Что за банды? Банды, чечени, немцы, абхазы из Грузии. Банды состояли из чеченцев и фашистского спецназа. Ашико, как и многие дагестанцы, считает депортацию блестящим тактическим ходом Сталина. За самого Сталина он и сегодня готов отдать жизнь. Конечно, это уже первый человек. Я бы сейчас свою душу отдали бы за Сталина. На вопрос, не чувствует ли он себя ответственным за репрессии, Ашико уверенно отвечает «нет». НКВД, не считаясь с потерями, старался поскорее покончить с бандами. Ашико рассказывает, что потери тогда были очень большими. Но это не деморализовывало солдат. Командовал ими капитан Громов. Перед Громовым была поставлена задача выловить бандитских главарей. Сегодня их имена мало кому известны. Операция проводилась без лишней огласки. В газетах о ней не писали. Анзор был командующий ихний. Анзор? Анзор. Это что-то вроде Басаева? Да, вот как Басаев. Анзор был. Еще один предшественник Дудаева и Басаева по имени Анзор пытался спрятаться от НКВД на кладбище. Там он жил долгое время, однако уйти от расплаты не смог. Потом в милиции узнали, что он там. Пришли, окружили, свой чечен ему. Дали очередь, убили. Последний бандит. Когда с бандами покончили, Ашико занялся любимым делом. Стал плотничать в колхозе. Последняя война заставила жителей села достать из сараев оружие. Боевики убили местного парня. Как и 100 лет назад, здесь чтут законы кровной мести. Не дай бог, чтобы их человек появился сюда. Ход мирный, ход какой-нибудь. Эти родственники убьют его сразу. Хоть какой бы он человек не был. Кровники есть кровники. В Киди тоже есть своя боевая дружина. Ашико говорит, что через его село не пройдет ни один боевик. Мы вот так вот живем сейчас тоже. Не дай бог, что